Всем ассаламу алейкум, с вами на связи Бека. Ребята, мастер ругается. Оказывается, большинство из вас смотрит сериал, не подписавшись на наш канал. Ұят болады ғой мынау. Подпишитесь на канал, несложно же. Заранее рахмет и всем приятного просмотра. Қайырлы таң, сүйкімді жан, жалынды сәлем, Павлодар, Дон! Павлодар, красивая дама, Павлодар. Закрой рот, мой. Чего ты орешь с 5 утра? Дай нормально поспать людям. Ну, не прям с 5 утра, а с 7 утра же. Да мне пофиг. Вот кто тебя слушает с утра, ё-моё, скажи мне. Пока никто, но надо почаще снимать сторис. Я просто шарю за геометрию Инстаграма. Слушай, во-первых, не геометрия, а алгоритм. Во-вторых, я хочу спать. В-третьих, чё ты орешь? Ты чё, твои подписчики глухие, что ли, или как, а? Пока. А чё, брат, с утра негативишь? Вот говорят, знаешь, как начнешь день, оно так и продолжится. Надо утром просыпаться с хорошим настроением, с позитивным настроем. Слушай, когда я последний раз просыпался с хорошим настроением, тогда я бухал, ё-моё. Кайфовал, понял? Со мной тёлка лежала, а не ты. У меня было все. Я все профукал, ё-моё. Брат, я читал в интернете, что надо каждый день апелляцию надо делать. Апелляция? Ну, короче, андего. Если ты будешь думать, что ты мажор, если ты будешь одеваться, кушать в классных ресторанах, то оно может быть реальным. Мысли материализуются. Слушай, дебил. Во-первых, не апелляция, а аффирмация. Во-вторых, я и так и без этих апелляций мажор. Понял? Я сын олигарха. Отойди, ё-моё. Быстро учишься, брат. Вот с таким настроем надо ходить. Самое главное – самовнушение. Слушай, Бека, у меня есть идея. Ты же блогер же? Угу. Топчик. Да. Контент у тебя там нормальный, да? Ну, есть такое. Приготовь тогда завтрак. Брат, мазажер, переход на грестекин. А что приготовить? Не знаю, что там у нас есть. Ну так, короче, у нас есть тут 2 яйца и сутин. Зачем таблетки там? У меня этот же, на яйца аллергия. А, вот все. Как раз увидишь, кто выиграет там. Яйца или твои таблетки. Это хороший контент, брат. Вика, нам надо как-нибудь закупиться продуктами, надо. Да. Мә, мынандай сөз айтамын деп ойламаппын бар ғой. Зарплата қашан түседі бізге? Так, Айдар, слушай, ты за год по плану сколько тонн должен был сделать, а? 250. А ты сколько сделал? 10 тысяч там просто не хватило. Слушай, Айдар, если в этом году не будет результата, вина на себя. Незаменимых не бывает. Мында қанша істеп жатқаныңа қарамай, кетесің. Шеф, ну, такое не повторится в этом году, все нормально будет. Ты в прошлом году точно так же говорил. А результат? Результат жоқ қой. Бүгіннен бастап. Каждый месяц лично мне будешь давать отчет. Понял? Все, хорошо. Давайте. Кстати, меня сегодня будет на работе по семейным обстоятельствам. Ты остаешься за старшего. Хорошо. А что там, шеф? Бурнемол Колдмане? Может, помочь? Да нет. Да вот жена думает, что у меня здесь на заводе любовница. С одной стороны, приятно, что она так думает, что я до сих пор в форме. Да. Но это уже извини меня. Ты сам знаешь, как здесь работаю. Көрушсың қалай жұмыс істейтінімізді. Шеф, конечно, вы же карьерист. А у тебя жена, девушка есть? Ну, девушка дегенде есть, конечно, там. Раз, два, три.
штук 30 есть запасные варианты? Ой, не надо тут мне. Давай, сен өзің дайына қарадың ба? Ладно, давай. Я оставляю кабинет открытым. Если кое-какие документы нужны будут, возьмете. Хорошо? Давай. А шеф, вы надолго? Насколько дегенде, не знаю. Может, надолго, может, нет. Все, Баке, не переживайте. Бяке? Меня Шалгаз зовут. Ты чё? Ну, я имел в виду Басике, Баке, Басасызол, Айда, не надо подлизываться. Работай лучше. План выполняй. Давай, иди. Понял. Вы, если что, звоните. Я здесь. Я директор завода. Это мой завод. Что хотел? 250 тонн? Кетбар, 300 тысяч сделай, понятно. Любовница. Да, любовница у меня дофига, понятно. И жена, и любовница, Бярвар. Давай, бар, 300 тысяч тонн и не возвращайся, понял? Запомни, мой завод. Ну, шеф, я просто кресло ваше проверял. Здесь у вас сломано, оказывается. Я вот думал, завтра приду и сам лично это все сделаю у вас. Иди. Так у вас супер кресло. Мягкий прям. Айдар работает. Все, Баке, как сказали? Жаке. Все. Ну, Басике, Жаке, Баке, сплесло. Удачного вечера, шеф, чтобы ваша жена с вашей любовницей не пересек. А у вас же нет любовницы. Шеф, все. Айдар, иди работай. Понял. Ой, бля, дверь же здесь. Жан, привет, как дела? Привет, классик, Джан. Ой, у меня классно. Даже супер. Какие могут быть проблемы у директора завода? Все хорошо, все отлично. У тебя как? Ну, почти. Я тут хотела тебя обрадовать. Я сегодня прилечу к тебе. В смысле прилечу? К тебе в Павлодар на завод. Нет, как бы не надо было тратиться. У меня же сегодня работа же, просто с коллективом туда-сюда надо съездить, ну, то есть по работе. Тем более, Павлодар, зачем? Далеко же. Жан, я соскучилась и уже билет купила. В смысле купил? В прямом смысле купила. Я не могу понять, ты что, видеть меня не хочешь? Нет, я хочу, конечно, но… Так, мне уже такси подъехало. Целую тебя, обнимаю. Сегодня увидимся. Медя, оказывается, не только ты безвкусный же есть. Твоя музыка безвкусная, блядь. На работу, как на праздник, ёпта. Почти бастард пёки. Что там с машиной, кстати? Надо губы менять, там колодки, она много. Эй, с нашей машиной. Ты чё, у нас же машина в Алмате осталась, в аэропорту. Ты, Медя, ну не тупи, а. Машину, которую выиграть надо. Картина где лежит. Все, сорян, братан, запутался, столько машин. Вот это еще наша в аэропорту, который… Она выиграть эта машина, ё-моё. Ты еще машина, ёпта. Нежданчиком кутки рвешь, А пожалуйста. чё ты расслабилась, сразу забежал? Бля, с этим еще капризным Нимамбеком, бля, надо исправлять. Слушай, может, так сделаем, а? По-человечески подойдем к нему, прощения попросим, а? А то в тот раз реально неудобняк вышел какой-то. Ну так, твоя же идея была ему телефон подкинуть. А что ты сразу это? Твоя идея, моя идея. Какая разница? Ты знаешь, что такое братство? Братство – это когда друг другу жопы прикрывают. Так вот, если я накосячил, ты мою жопу должен прикрыть, понял? Мой косяк исправлять. Или ты не брат мне? Не, базару нет, ты тогда скажи, бля, Кана, ты мне не родной? Если ты забыл, бля, кто тебя от ножа спас, Кто тебя от ножа спас, на? Фу. Ты же и напал с этим ножом на меня. Ну я же не пырнул, Жен. Тем более я потом сразу извинился. А теперь ты извинись, только перед Имамбеком. И если ты не хочешь, да, ты мне скажи, Кана, ты мне не родной. Я тогда сам пойду и извинюсь, мне не сложно. Скажи, Кана, ты черт конченый. Вот так вот скажи мне. Ёб твою мать, он еще молчит, смотрите, бля, понятно, и все, определился, бля, пацан. Так да? она хорошо, Чё, ладно, кентом ё, не считал, блядь, обессудь. чё, бля? Я извинюсь, хорошо, извинюсь. А не надо уже. Да я извинюсь тебе, говорю же, ё-моё, что ты?
Точно? Да. Ну, пойдем тогда. Что там, брат, без настроения? Мен жұмыртқам ұнамай қалдым, а? Да нет. Просто у меня серьезная проблема намечается, брат. Что за проблема? Айтсақ шешеміз ғой. Короче, девушка летит сюда. Да? Это же классно. Будете гулять, целоваться. Не, я говорю, девушка летит сюда, к директору завода. Да, ну она тебя изменяет, да? Бека, девушка летит к директору завода, а директор завода — это я. Ой, құтты болсын. Жумайсың ба, брат? Жумаш, Бека. Жумайсың ба снес? Мен айтқам қызыма, мен заводтың қазір директорым деп. Ол маған сеніп қалған ғой кәдімгідей. Енді маған келе жатыр, мен не істеймін қазір келген кезде? Короче, обманул ты, да, получается, это? Четко обманул. Получается, она приезжает, узнает, что ты не директор, и она тебе по-любому изменяет с директором. Да, нормальные проблемы. Это же вообще легко, по идее, решить. Как? Короче, надо найти деньги, всем заплатить, и все должны тебе подыграть. Короче, живой пример. В школе мне одна девушка нравилась. Потом, чтобы я ее сломать, я должен был всем пацанам заплатить, все должны были подыграть мне, что я первый атаман. Потом она поверила, все сделал, все грамотно сделал, всем заплатил. Но на следующий день старшак біліп қояды да мен көтімді айырады ғой, прикинь. 2 апта больницада жатамын. Бека, слушай, вот концовка что-то непонятно. Вот начало идеи очень хорошее. Да? По идее, тоже могу же так сделать, да? Да, смело можешь. Всем заплатить, все подыграть. Серьезно? Да? По идее, ты не такой тупой блогер, да? Брат, я еще красивый, брутальный, зажигательный. Все, ладно, хорошо. Ладно, брат, сен де брутальный, сен де зажигательный. Воу, Имамбек вокал. Ух. Слушай, короче, вчера между нами непонятки произошли, да? Вот мы с Каной пришли просить тебя прощения, там анау-нау, короче, сир бузал, дебекши. Ну, ты тоже же, не тёлка ж, да, чтобы у тебя там прощения просили, правильно? Или что, или как тёлка будешь обижаться, а? Не, просто мы с Каной привыкли проблемы сразу устранять. Не, ну если ты хочешь, мы тебе можем устроить эти проблемы. А? Такие проблемы тебе устроим, что родные тебе даже не помогут. Сычешь, о чем я? Ну, Медя по факту же говорит. Что там, прощаешь? Нет, нахуй? Бля, пацаны, вы как-то странно прощения просите, аж обидно стало. Не, ну просто ты пойми Да, тоже, ну, мы как бы... так, Ребят, что случилось, а? А что происходит? Да нормально все, шеф. Просто с человеком общаемся. Друг друга узнаем поближе, так сказать. Да? Притесняемся. Девочки, вы только недавно на работу устроились. Вы что себя как дембеля ведете, а? Имамбек у нас на особом счету. Если вдруг хоть один волосок с его головы упадет, я вас на алюминий сплавлю, понятно? Да, шеф, нормально все. Его не то, что завод, его мы уважаем. Конечно. Ну все, тогда рассос поймали. Все. И, кстати, вам не стрёмно, а? Он же голый. Байкал-майкал тут тема, понимаете? Или вы привыкшие уже? Не, вы что, завязываете? Просто вы постоянно вдвоем, может, вы там это... А? Да нет, завязывайте, шеф. У вас пальцы чешутся, что ли? Рот закрой, а, любитель мужских пальцев. Пошли работать, сказал. Я понял, на кого похож наш мастер. Помнишь, что мы делали? Ну? Серия была, где к Джерри дядя приехал, не помнишь? Это вот это, что ли, который? Я мошенник вам засунул крабу. Капец, похоже. Сильно, брат. Ладно, мы с тобой попозже пообщаемся. Ваш. Капец, у него фигура какая-то. Подушка безопасности. Салам алейкум, братан. Валейкум салам. Братан, вот я недавно видел. Ты по понятиям, да, двигаешься? Ну, смотря какие понятия. Понятия же растяжимые. Да, конечно. Просто неудобно спрашивать. Говори. Братан,
Можешь на целый день назвать меня директором? Фу. С хера ли я тебе должен назвать директором? Ну, просто такая тема. Сейчас ко мне девушка едет. Ко мне на завод, братан. И она думает, что я директор завода. Прикинь? Ну, как думает? Я так сказал, что я директор завода. Ну, ты понял, да, меня, братан? Выручи. Смотри, выручи болғанда за базар надо отвечать. Вот скажи мне, в чем сила, брат? А? Ну, в правде думаю. Не, в деньгах. Сечешь о чем? Конечно, конечно, братан, ты что? Так что, братишка, сен маған ақша тауып алып келіп бер. Потом дальше пообщаемся. А так, консультация бесплатная. Бүгін акция болып отыр. Все, хорошо, братан. Все, давай. Что там, брат? Не дейді? Не дешит ее. Деньги просит, конечно. Айтпаймын саған изначально. Примерно сколько надо? Ну, штука баксов, примерно. Штука баксов? Это у нас сколько? Косарь. А, косарь. Да. Что делать? Косарь деген қанша еді? Не, баста ұрып тұрсың сен? 500 000 теңге. Это что, он платит? Охренел, что ли? Что делать? 500 000 теңге сұрап отырмын. Жоқ, в общем говорю. А, в общем. Сөйтіп айтса. Так. Кредит тебе не дадут. Ну? Ломбард? Ломбард. Телефон, цепочки, пирсинг сдают там. Нормально дадут. Так. Если сдам телефон, думаешь, хватит, да? Брат, зато девушка будет думать, что ты директор. Ну, жалко, конечно, эту бедолагу. Ладно, успокойся. Ты иди, сейчас я выйду, хорошо, перейдемся. Я сейчас уезжаю, мне отъехать надо. И не хочу возвращаться. А куда я уезжаю? А? Правильно. Это не ваше собачье дело. Внимательнее говорю. Смотрите, если я вернусь, то будет двойной штраф. А почему? Потому что я уехал, я приехал, это мои расходы. И если какой-то косяк, то никаких вам выходных, никаких бонусов, понятно? Вы знаете, что я только ради вас 5-минутку провожу? А почему? Повторяю, потому что все остальные нормальные на заводе. Все, мастер, не переживайте. Что ты сказал? Я говорю, не переживайте. Вот за тебя лично я конкретно переживаю, понятно? Все, идите работать. Блогер, көтімнің есін сағындың ба? Алло, Кариночка, а где мои таблеточки, которые я пью, когда пораньше с работы ухожу? Я даже нормально прощения не смогли попросить, блин. Ни о чем ломается, как тёлка, ё-моё. В натуре. Слушай, может, ему какой-нибудь подарок загоним, а? А что подарим? А так думать надо. О, ассалаумалейкум. Александр. Ассалаумалейкум. Жиги, сендерге бірдеңе айтайын. Сегодня можете смело ходить, можете даже не работать. Я сам лично отвечаю. Это потому, что мастера нету, да? А, сендер білесіңдер ма? Кішкене пафос болсын деген ғой. И вот всем пафос деген сөзді айтпашы, тебе даже не канает, понимаешь? Ты слушай, может, ты знаешь, а? Что можно вот человеку подарить, а, который на заводе работает? Подарок к этому не. Что за человек? Ну, тут есть один чувак, блин. Нам постоянно помогает здесь по заводу, короче. Все, вам подарок сегодня не узнаешь. Че, братан, наврём, то есть нормально, бер, я же от души делаю. Сильные миссии, наших друзей кулак койдакин. А, хош, маған емес пе? Мен ойлап жатырмын, маған не берейін деп жатыр екен деп. Я там уважаемый человек просто. Уважаемый? Тогда можно нарды подарить. Нарды дарят уважаемым людям деген сөз бар. Нарды, говоришь? Слушай, Меди, если у нас других идей нету, может, реально нарды загоним, а? Точно. А где есть ближайшая зона? Зона? Кумаш, братан, базардан алмайсың ба? Там еще можно шторы взять, люстры. Приятно болады да адамға. Штор люстраны қайтеміз біз? Просто
Сеструхан точкасы бар, кішкене саудасын жүргізейін деген соң. Қойшы сен, қумай. Медя, поехали на базар. Братан, бір-екі затяққа қалдырасыз? Бір-екі затяққа. Бір затяқ хотя бы, братан. Бетіме үрлейсамын ба, бетіме? Блин, братан, бытпал. Медя, давай быстрее. Да, дорогая, я на заводе, на заводе. Леха, в литейный цех перенеси это. Каски оденьте. Жанна, я перезвоню, хорошо? Я сейчас на заводе, не мешай, пожалуйста. Жена звонила просто, ну, сама понимаешь, да? Угу. Айдарик, Ау. ты же своей жене изменяешь? Ну, ты же мне не будешь изменять, да? Нет, конечно, ты что? Ну, почему ты тогда не разведешься с ней, если не любишь? Как я разведусь? У меня же 12 детей. 12 детей? Да, ну, своих двое. Остальных 10 я усыновил же. Ой, как мило. Я просто очень сильно люблю детей. Ты знаешь, меня даже на заводе называют Анджелина Джоли. Правда? Да. Мне кажется, не из того, что у меня много детей. Мне кажется, просто я такой же красивый, как Анджелина Джоли. Ой, Жан, ты мне такой смешной. А ты вообще кем работаешь там? Ну, на заводе. Инженером, да, обычно? Инженер. Перед тобой Басов сидит. Да? Да, я директор завода. О, тебе так идет быть директором? Да? Вообще, у меня дел полным-полно. Но сегодня сеншин, чтобы твои глазки увидеть, я сюда приехал. Слушай, Жан, Ау. может, сейчас поедем туда? Ну, как раз ты мне покажешь свой завод и свое хозяйство. И я тебе тоже кое-что покажу. Ну, просто у нас на заводе посторонний вход запрещен. В смысле? Я что, тебе чужой человек, что ли? Айдарик, ты вообще директор или кто? Нет, я директор. Директор. Сейчас все решу. Официант, можно счет? Так. А, Жан, кстати, можно еще вот этот счет закрыть, а? Просто мы с мамой сидели вчера тут. А что, вы с мамой виски пьете, что ли? А, там еще подруги были. Угу. Сейчас я быстро в уборную схожу, хорошо? Угу. Главное, чтобы ты не забыла мне кое-что показать. Брат, могу я на час выйти? Обратно вернусь потом. Я быстро. Вот не хочешь брать, вот заставляете же. Я спал. От души, братан. Да, естественно. Братан? Чего там? Просьба есть. Бля, вот только не надо говорить, что ты вот мне 5000 не дал, и что ты хочешь обратно их забирать. А, нет, зачем мне твои деньги, братан? Просто неудобно просить сейчас. Говори. Братан, можешь назвать целый день меня директором, а? Опять ты за своих? Ну, тут такая тема, братан. Сейчас ко мне девушка приезжает. Ничего. И она думает, что я директор завода. Лучше, братан. Ты директор завода? Если бы такой человек, как ты, был бы директором завода, этот завод давно бы обанкротился. Извини, но ничем помочь не могу, ладно? У меня работа. Но я же не бесплатно прошу, братан. Вот, с этого и надо было начинать. Это совсем другой разговор. Сколько? Ну, 5000. Слушай, за 5000 тенге я тебя просто пропустил. А чтобы я тебя директором назвал? Одна буква будет 5000. Д 5000. Ди уже 10 000. Дир. Слушай, подожди. 000. 8 букв директор там. Уже 40 000 выходит. Да? Давай вот так сделаем. Шеф. Скажешь мне? Шеф просто. Какой ты хитрый, а? Шеф будет 20 000 тенге. Как 20 000? Там 3 буквы же всего лишь. Шеф. Там 4 буквы. Ладно, подожди. Давай вот так сделаем. Просто надо, девушку надо пропустить. А, не. Посторонний вход запрещен. Братан, я еще добавлю, хорошо, сверху. Как девушку зовут? Ди. В смысле Ди? Ну, я так называю коротко. Ди. Надеюсь, Ди с мягким знаком? Да, с мягким. Слушай, давай вот так сделаем. Я тебе 15 дам, и мы договорились, хорошо?
Давай, тез келші, а то руководство әңгіме етеді, білесің ғой? От души. Тез болсын. Пацаны, рахмет, конечно, но я не понял, зачем мне нарды? В смысле зачем нарды? А вдруг ты в тюрьму попадешь, а? От этого никто не застрахован. А в тюрьме, кто умеет играть в нарды, тот в авторитете, братан. Слышь? Алло, алло. Не, рахмет, пацаны, но от вас мне ничего не надо, тем более нарды. И вообще, чего вы приходите постоянно, когда голый стоите? Ну, откуда нам знать, что ты по 2 раза в день переодеваешься? Не, ну как, обед же сейчас, охота чистым пойти. Все, Дегтярь, я в душ. Давайте. Иди, ё-моё. Да стоишь здесь, толстеешь, блин. И с нардами не про канал, а медиа. Мне надо было что-нибудь другое подарить, по идее. Надо было анау. Люстрамен штора алсалға на крайняк, да? Хумаш, когда люстра, что тоже вата, елки. Надо Кайре звонить. Блин, братан, Кайре на крайняк надо же звонить. А сейчас что, не крайняк, что ли? Алло, Кайра, братан. Холостник. Слушай, тут с Имамбеком вертяк нарисовался. Короче, пацана удивить надо чем-то. Что-то подарить им это. Можешь капусту скинуть? Не капусту, деньги. Заткнись, мал. Не, Кайра, не вы, мал. Медиа, мал, вы. Да. Да. В смысле мал? Ровесники же с тобой. Охренел вообще. Здравствуйте, Тамара Васильевна. До обеда еще далеко. Я знаю. Тамара Васильевна, можно вот, у вас все вкусно прям? Еще вкуснее можете сделать, да? Там стейки, пасты. Ты это о чем? Ну, блюда такие, можете там в интернете посмотреть. Есть такие блюда. Просто сегодня ко мне девушка приезжает, понимаете? Хотел накрыть там нормальный, богатый стол. Ну, я вам оплачу, не переживайте. Как положено, от благодарность будет. И сколько благодарность будет стоить? 10 тысяч. 10 тысяч? Хватит. Тамара Васильевна, я надумаю, что я директор завода. Там, можете, если что, подыграть, да? Ой, не-не-не, ты о чем? Я людей вообще обманывать не могу. Ты что? Нет. 20. Хорошо. Договорились тогда, да? После обеда к вам приду. Хорошо? Угу. Давайте. А ты классный портмоне. Это хочешь? Чушь. Такси, девушка, и после надо. Здравствуйте. Вы Динара? Да, это я. Вы кто? Я личный водитель Улжаса Бахаджановича. Прошу в машину. А сам он где? Он сильно занят, но потом освободится. А вот и потом. Жан! Добро пожаловать, Жан. Че, поехали? Угу. Поехали, брат. Емналарға не болған? Сегодня все директорами хотят стать. А вот и сам директор. Готовься увольняться. Че, он что ли директор? Слушай, ты лучше позвони своему напарнику, он тебе объяснит. Таким директором, как ты, и охрана будет. Директор? А, директор. И вот вас всегда так кормят? Ну, директором иногда же можно. Как директор завода. Привел девушку, чтобы показать нашу столовую. О, косящий? Короче, я на завод девушку привел. Тебе нужно подыграть, типа я директор завода.